Ингушей мало, но они народ гордый, независимый и свободолюбивый. Ингуши вынесли всю тяжесть гражданской войны. Ценою больших жертв и крови отстояли они советскую власть. И теперь хотят жить в мире и спокойствии. Так отзывался Идрис Байсултанович Зязиков о своем народе. И эти слова до сих пор покоятся в летописи ингушской государственности, как свидетельство любви их автора к своей республике. Ингуши – народ трудолюбивый, говорил он, народ доверчивый. И вот когда вы общаетесь с ними, не вздумайте их пугать. Они этого не любят. И если вы будете вызывать доверие, то они вам откроются и откроют все свои ульи, и понимайте их. Так он говорил тому, кто пришел вслед за ним управлять республикой. Выдающийся сын своего народа, один из основателей ингушской государственности, Идрис Зязиков родился 31 января 1896 года в селе Барсуки, тогдашней Терской области. Отучился в Назрановской горской школе. Окончив училище в Владикавказе в 1914 году, он едет в Москву и поступает в Московский сельскохозяйственный институт. В смутное, тревожное и судьбоносное для царской России время он много работал над собой, знакомился с активно настроенной молодежью, проводил собрания, встречи, налаживал тесные связи с соратниками. Летом 1917 года Идрис Байсултанович возвращается на родину и сразу же, как говорится, с головой окунается в революционную борьбу на Северном Кавказе. Он был и наркомом земледелия Горской республики, и наркомом внутренних дел. Он входил в ЦИК Союза СССР. Личность была очень значимая, и личность вызывала уважение и доверие у всех. Образование Ингушской автономной области не было случайным явлением. Это был результат исторического развития. Тогда автономную область возглавил выдающийся политический деятель Идрис Байсултанович Зязиков. Под его руководством 15 ноября 1924 года прошла первая областная партийная конференция в Ингушетии, на которой были избраны члены пленума и бюро обкома партии. Идрис Зязиков на этой конференции был единогласно выбран секретарем Ингушского обкома. В течение десятилетия с 1924 по 1934 год Ингушская автономная область существовала как отдельное административно-территориальное образование. Обретение автономии позволило ингушам участвовать в процессах государственного управления. Были открыты первый педагогический техникум, который стал кузницей наших кадров. И всем нам известные наши представители писательской и научной интеллигенции 30-х годов были выпускниками этого техникума. Был создан Ингушский научно-исследовательский институт. В Горной Ингушетии здесь на равнине работали экспедиции, археологические целые группы ученых. Была создана сеть образовательных учреждений. В промышленности были достигнуты очень большие успехи. Годы управления областью должности ее первого руководителя Идрис Зязиков работал до 3 сентября 1929 года. Массовые репрессии не обошли его стороной. К сожалению, судьба самого Идриса оказалась трагичной. Можно сказать, что он просто выгорел на этом глубоком патриотизме за желание отстоять и территорию, и Ингушскую автономную область. И, к сожалению, рано ушел из жизни. Он отбывал 10 лет в тюрьме. В общем, это была не его жизнь. И в 1938 году его уже не стало. Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Слова историка 19 века Василия Ключевского актуальны во все времена. Но что, если заставили забыть? В череде трагических событий, выпавших на долю народа, пока мирное население боролось за свои права и за место под солнцем, историческое наследие ингушей подвергалось нападкам извне с целью кражи. Параллельно с этим ингушская государственность претерпевала многие реформы. Ингушский округ в Терской области сменился Горской республикой. После это уже автономная область, а затем ЧССР. И вот спустя 60 лет регион зажил своей жизнью в составе России. Еще в прошлом году, обсуждая вопросы, связанные с предстоящим празднованием столетия государственности, руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов обратил внимание на необходимость неустанной работы над сохранением исторической памяти народа. Возникла такая необходимость все-таки восстановить свою историю, документально подтвержденную историю. И не только документально, но, я считаю, и генетически. Сегодня практически сложилось положение, когда народ есть, но документально подтвержденную, хронологически выстроенную на документах истории ингушского народа нет.
Цель благотворительного фонда «Ингиз» – сбор и демонстрация в специальной галереи всех сведений об истории ингушского народа. В первую очередь, эта работа, как и планировалось, начнется с памятника Идрису Зязикову, стоявшего у истоков ингушской государственности и всю свою жизнь боровшегося за права народа. Человек, который оставил неизгладимый след в истории нашего народа, и памятник, который будет открываться уже на днях в Магасе, очень был необходим. Новость о том, что в Магасе открывается памятник Идрису Байсултановичу Зязикову, обрадовала многих горожан. Это память о выдающемся сыне ингушского народа, стоявшего у истоков его возрождения. Открыть памятник Идрису Байсултановичу, ему это не нужно. С Богданива. Это нужно нам с вами, нужно живым, нужно потомкам, нужно вам, молодым это. Идрис мобош нега, целар хар, лар безим халыр, ларыш халыр да кам хаятсу. Алла дитса да дуатуш, юрта, мягка, тейпен, ценна. Хар алача, ишиш хамде, меггош восак ларгар, меггош восак циягриар. Естественно, мы все должны знать, помнить, чтить того человека, кто был первым руководителем и стоял вообще у истоков основания и появления ингушской государственности. Естественно, это является очень важным для сохранения культурного, исторического наследия нашего народа, но и в контексте того, что именно наши граждане, жители города Магас, гости города Магас будут иметь возможность вспоминать историю, не забывать ее. Что важно, Идрис Зязиков много времени уделял воспитанию молодых кадров, терпеливо и настойчиво учил молодежь коммуникабельности и с максимальной самоотдачей трудиться на благо своего народа. Он часто бывал в школах, посещал и мечети, вел с людьми доверительный, откровенный разговор, интересовался нуждами детей, учителей, вникал в проблемы жизни представителей местного духовенства и в решении многих вопросов участвовал лично. Многое сделал для поднятия благосостояния народа, что своим примером делает до сих пор. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магас 24.